Следующий гость нашего стола – Измаил Черкесов, общественный деятель, один из учредителей комитета съезда ногайского народа, является одним из потомков юртовско-ногайской семьи купцов Ирембетова. Его родная племянница, по-моему, Айна Черкесова. Да, племянница. Она, к сожалению, сегодня у нас не смогла принять участие. Айна – это кандидат на фольклорист, но она обещала свой материал дать в формате видеовыступления чуть позже. Вот сегодня у нас предыдущие гости говорили про попытку тотализации Нижнего Поволжья нагайцев. Мы знаем, что по частности выступления Ильдаша Магдовича, что нагайцы проживают у нас в различных регионах, или, как он сказал, ареалах обитания этого народа, да? И вот вы один из представителей нашего народа, который живет на Северном Кавказе. Скажите мне, были ли вот такие процессы, попытки, да, провести тотализацию, в частности, вот в Ногайском районе Дагестана? Если были, то каковы были результаты? Да, ассаламу алейкум. Да, я от учителей, в частности, от учителя ногайского языка села Кумли, в котором я живу, село Кумли, в котором я родился, вырос. Там у нас Хамид Галиевич Копкозов, учитель ногайского языка. Вот он рассказывал, что их стали переквалифицировать в учителей татарского языка. Он даже пел некоторые песни татарские, которые их заставляли заучивать, чтобы они в дальнейшем, учитель ногайского языка, должен был как учитель татарского языка преподавать татарский язык. Это было в послевоенное время. Точные года я не могу сказать, потому что в прошлом году я ездил к нему, он совершенно не слышит, поэтому он не может расслышать вопросы. И этот процесс начался, и в тот момент у нас по району началось противодействие. Оно выражалось в чем? Люди начали детей обучать ногайскому языку на кошарах где-нибудь. Вот, люди, знающие ногайский язык, детей собирали на кошарах, вот родители их возили на какую-то кошару, они скрытно на кошаре преподавали ногайский язык, втайне от властей. Но в то же время у нас был Бади Аджигельдиев. Бади Явланович Аджигельдиев, он был одним из руководителей района, тогда компартия, да, райком. Он был то ли вторым секретарем райкома, не знаю, он был одним из руководителей района. И вот он писал во все инстанции, куда можно было писать, да, что вот это неправильно, это такая политика уничтожения нашего народа, да, путем его там, переделывания в татар. Это неправильно, что так мы можем потерять целый народ. Вот это письмо он писал во все инстанции, и именно вот благодаря усилиям вот этого человека, да, нам удалось сохраниться как нагайцам на Кавказе. Именно вот этот процесс шел, именно усилия этого человека нам так помогли сохраниться. Потом уже это было отменено, и было обратно введено обучение ногайского языка в школах. Мало кто знает сейчас, что у нас вот это обучение вводилось. Даже люди думают, что вот мы сохранились, а эти там татары, там кто-то вот так же говорят, несведущие люди. Нет, вот такая судьба могла и нас спасти. Что и мы сейчас могли по-татарски разговаривать, да, все потерять. Ну, вот на примере судьбы вашей семьи, да, вы потом купцов Ирембетовых, они проживали в Астраханской области. В каком селе? Уроженцы какого села? Они жили в Астрахани на улице Казанской. Там ногайская мечеть, знаете, наверное. Да, они жили напротив мечети, и они были одними из спонсоров, меценатов, которые построили эту мечеть. Ну, они же были купцы, они были меценаты. Одна из 4 семей, которые вот эту мечеть строили. А вот как они оказались на Кавказе? Как вот мой дед Гумар Ирембетов, у нас там назывался Гумар Ирембетов, он в 30-м году женился на Такташевой Мугульсум Нагайбековна. Именно моего прадеда звали Нагайбек. Он был пензенский татарин. И вот они женились и в 30-м году переехали в Махачкалу в поисках работы, потому что их уже разорили, всю семью. И здесь уже им особо жить не получалось устроить жизнь. И вот они в поисках работы, молодые специалисты, они были, она бухгалтер, он тоже образованный человек, оба образованные люди поехали в Махачкалу. И там они проживали, а до того они здесь были хорошо знакомы с Басиром Абдулиным. И вот они там подрабатывали,
она тоже кое-где работала, наверное, вот молодые были. И в это время в Махачкале встретились с Басиром Абдулом. И он им сказал, что вы здесь делаете? Вот приезжайте в Ногайский район, там грамотные люди нужны. Именно вот вы с вашей, ну, вашей грамотность именно там будет востребована. И они раздумывали. Потом как-то они встретили вот сегодняшний разговор про наши связи, да? Вот они знали нагайца, Атаев Язу был такой. У нас в селе уважаемый человек, мулла он был. А дед мой знал его по Астрахани. Каким-то образом они были знакомы. Ну, Таранагай из Ногайского села, вот, и этот мой дед, нагаец-юртовец, они друг друга хорошо знали, они общались. И вот его тоже встретил в Махачкале, он тоже позвал, говорит, давай переезжай, говорит, что ты здесь будешь делать, давай к нагайцам переезжайте к своим. Говорит. Они переехали в село Сарасу, которое сейчас относится к Чечне. Вот они туда переехали, бабушка стала работать бухгалтером, а дед, не знаю, там в обходе как работал, потом их перевели в Кумли, тут тоже бабушке дали работу бухгалтера, именно по этой причине они переехали в Кумли. А дед стал почтальоном. Потом, когда началась война, то деда не взяли на войну, потому что он был, ну, как почтальон, ему дали бронь. Еще он был болен с гражданской войны, у него еще, он во время гражданской болел тифом на фронте. И поэтому его не взяли. И, соответственно, вот так они начали жить среди нагайцев, как нагайцы воспринимались как нагайцы. Там никакого отчуждения, там ничего не было. Именно они воспринимали, вот переехали нагайцы из Казани, из Астрахани, переехали к нагайцам в Харанагай. Вот так ощущалось. То есть, например, ваших предков, ваших дедов можно показать тот факт, что связи между нагайцами Нижнего Поволжья, нагайцами, в частности, Ногайской степи никогда не прерывались, да? Да, потому что я слышал из рассказа бабушки, что даже до революции, да, вот они же были купцы, они торговали зерном, они торговали мукой, даже не зерном, по-моему, мукой торговали, а муку они возили с Каранагая, вот со стороны вот сегодняшнего Нефтекумского района, Кая-Сула, вот из этой зоны они привозили муку в Астрахань. Они подводами, вот эшелонами, как сказать, да, вот караванами подвод возили муку из Каранагая. Именно у них торговые отношения были через калмыки, вот с калмыками и с нагаями. Вот эта связь, торговые связи тоже присутствовали в то время, до революции еще. Ну и после революции, соответственно. Спасибо.